Салам алейкум. Хизмет-Булу Башар. Причин совещания лет худа. И совещание заседания коллегии администрации муниципального района. Иншазавоза провел красавади мероприятие по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Провела вопрос о состоянии меры по соблюдению градостроительного законодательства на территории муниципального района. Салаву просто по коронавирусу информация Джафер Кулым Саневич. Совещание СРЧР. Ситуация по коронавирусной инфекции по Сулейман-Старскому району на сегодняшний день такова. Значит, на стационарном лечении на сегодняшний день находится у нас 15 больных. За неделю выявлено коронавирус COVID-19 31 человек, что составляет по отношению к прошлой неделе почти шестикратный рост. В прошлой неделе у нас было 7, а за эту неделю 31. Семикратный почти рост, так что идет у нас 4-я волна вовсю, по району в том числе. Значит, по госпитализациям за неделю было госпитализировано на стационарное лечение 9 больных. Также идет рост госпитализации. За неделю выписано по выздоровлению 9 больных. Переведенных в другие учреждения Республики Дагестан не было, умерших не было. Из госпитализированных 9 больных ни один из них не вакцинирован. Возраст госпитализированных: один человек 53 года, остальные 60 и старше. Значит, под наблюдением на дому на сегодняшний день находится 145 человек, недельный прирост плюс 69. Контактных по коронавирусу на сегодняшний день под наблюдением 75, недельный прирост плюс 39 человек. С внебольничной пневмонией на дому амбулаторно получает лечение 30 человек, прирост за неделю 9, в прошлой неделе было 21 больных. Лечились у нас на амбулаторном лечении, находились. Так что на сегодняшний день из 15 больных, которые находятся на стадии лечения, 7 человек COVID-19 положительные. Ситуация по стационару такова. Значит, коек у нас развернуто 15, но мы видим, что идет рост. Запрос в Министерство здравоохранения с просьбой об увеличении количества коек, в смысле разрешения увеличения. Мы это получим, так что с коечным фондом проблем нет, лекарства есть, персонал на месте. Но рост идет, поэтому надо быть, наверное, очень внимательными и не нарушать наш перчаточный масочный режим по району. Значит, по вакцинации на сегодняшний день ситуация. На сегодняшний день вакцины получили первую дозу, первый компонент в Сулейман-Старской ЦРБ 5650 человек. Прирост за неделю на 289 человек. В процентном соотношении 19,5 от наших плановых значений выполнения. Если учесть тех, кто привился за пределами района, что составляет, по вашим данным, глав сельских поселений, всего составляет у нас 1180 человек за пределами привились, по вашим данным, которые вы даете администрации, потом мы у них берем эти данные для себя. Если учесть эти данные, значит, у нас получается привитые по району 6830 человек, что составляет 23,5% от наших плановых значений. За неделю прирост по вакцинации 1%. По поселениям хотел бы сказать, что в основном за прошлую неделю работали Касулькент, Новомака, Даркуш, Хуркент и Минхюр, имеется в виду активно. По 50, по 30 человек привились за неделю вот по этим поселениям. Алкадар 9, Испик 10, Чухаркент 13. По остальным поселениям по одному, по 2, по 3 человека привитых. Поэтому я вас попрошу усилить работу по охвату в основном пенсионеров. Значит, по пенсионерам ситуация на сегодняшний день у нас по привитости пенсионеров. Пенсионеров мы привили 1366 человек, при плановых значениях 7140. За неделю плюс 73 человека пенсионеров привили, что составляет от плановых значений пенсионеров 19,1% привитых пенсионеров по району. За неделю прирост 1% пенсионеров.
Такая ситуация у нас по району. Вот. Обходы у нас продолжаются, доктора, врачи ходят, целительство ходят, отказов у нас письменных на сегодняшний день 1042 письменных. Вот. Если вам интересно, я озвучу по поселениям письменные отказы, но люди не все, но не отказываются, говорят, что мы будем прививаться, но и не приходят. Значит, на сегодняшний день по Шагосталу 56 отказов письменных, Касумкент 186 человек, Новомака 7, Куркент 19 человек, Куркент 1, Куркент 2, 2 участка у нас. Куркент 2, второй участок 53 человека, Минхюк 350, Даркуш 27, Лугатак 17, Шликент 11, Корчак 146 человек, Артастал 170 человек. Артастальские никто не подписал, но это устно отказались, но от подписи, письменного отказа не представляли. Поэтому ситуация по отказникам тоже есть. У нас ходим, планируем, агитируем, просим. Вот. Выездов за уже последние 3 недели у нас не было по поселениям. Пожалуйста, организуйте, мы приедем по поселениям, будем делать вакцинацию по поселениям вместо организованных выездов. Такая ситуация, Влад Сергеевич. Вопрос, если будет. Соларон. Хоря, я информации не брал, но если нужно будет, возьмем. Есть, конечно, конкретно. В основном это все касумкенты. Процентов 70 касумкентских, потому что больше всего населения у нас около 10 тысяч. По поселениям я анализ не делал, пожалуйста, в следующий раз я вам подготовлю анализ по поселениям. Но почти 7-кратный рост, видно, 6-кратный рост. Вот. Взято локдаун, так называемый, да, когда сейчас в Корях-Дава, Москва, Питер, ну, все, Россия, ну, и регион Гарвайде. Если студенты приедут, у нас будет рост, поэтому надо быть очень осторожным и не думать, что мы спокойно будем жить. А Брахтана Хфена уже через неделю у нас будет рост больных и пенсионеров. Интересный палатка, пенсионеры, которые дома, мы ходим, агитируем, вот сейчас в России давай чай, я не понимаю такой тактики, почему они своих дедушек и бабушек так не любят, у меня другого слова нет. Лучше дать первый риск давайте чахапали. Я же санат, у кого хронические заболевания, пенсионеры 60 и старше. И тестируем, где потахали Москва, да сапатку Тарахат, мы дополнительно тестирование. И того стали, печатахан тестирование хозану, все измышленные тесты. Я сказал, тоже потребнадзор. Нет, тестирование проводим мы. Роспотребнадзор определяет количество людей, подлежащих тестированию. Да, у нас тестирование кое-где обязательный контингент есть, которые должны проходить тестирование. Это люди, которые имеют клинику заболеваний, медики, учителя. Это обязательный контингент. Это деньги стоят. Выделяются деньги на бесплатное проведение тестирования. Остальным контингентам, желающих, которые не связаны с такими работами, массовым скоплением людей, поэтому у них платные тестирование. У нас проводится, мы по району соблюдаем норму объема выполнения тестирования. На сегодняшний день, если вы, для вашего сведения, мы провели за, вот второй год идет, 35 996 тестирований. 35 996. Мы почти население, ну половину, больше половины населения мы своего района уже охватили. Но это ничего не означает. Из них мы выявили 943 ковид плюс. 35 тысяч, ну 36 почти. И 900, ну 10 тысяч, грубо говоря. Получается, сколько процентов выявили от обследованных, да, исследованных на ПЦР-исследований. Поэтому ПЦР-исследование действительно в течение 3, максимум, ну 3 дня считается. Через 3 дня опять надо брать. То, что мы сегодня взяли, выявили, если мы их вовремя изолируем контактных полностью, тогда эффект будет. А то мы берем анализ, выявили положительный, этот человек у нас ходит везде, и по базарам, и по магазинам. Смысл тестирования, да. И не соблюдает, и маску не одевает. Смысл тестирования заключается в том, что мы должны быть сами дисциплинированы и знать, что у меня положительно, я 7 или 14 дней должен сидеть дома, пока не выздоровею. Потом должен идти по своим нуждам, по своим делам в общественные
заведениям и учреждениям. Поэтому тестирование мы проводим, мы по районам Дагестана не звучим, что мы не проводим, мы обязательно необходимое количество тестов ежедневно проводим. Ежедневно отходит анализа, независимо, суббота, воскресенье, мы берем и отправляем. Еще вопросы у кого есть? У меня вопрос, Джахар Кунсан. На прошлой неделе, в четверг или пятницу, должны были пройти тестированные наши переписчики. Они прошли или нет? Владимир Владимирович, по списочному составу, ну, количество было 124, прошли для проведения тестирования 74 человека. 22 числа мы организовали 3 бригады, ждали, было так с вами согласовано. Да, было согласовано. 74 человека пришли, мы отправили результаты, должны получить сегодня. Их список есть у вас? Кто прошел, есть. Кто прошел, Да, да? есть. Но остальные тоже должны пройти. Но они должны на 22 пройти, чтобы их не было. Поэтому это касается нашим главным сельскохозяйственным поселений. Конечно, кто это проводил переписку, тоже я ему позвонил, чтобы они все прошли обязательно тестирование. Так их там 2 раза, там согласно графику, там на следующей неделе опять мы должны провести. Они первый раз не прошли. Если они больные, они же ходят по домам, людей на контактом заражают. Конечно. Поэтому вот это надо исключить, конечно. Их не было, Владимир Владимирович, ну 74 человека из 124. Ну, а вакцинацию они прошли все? Да. Все То, что нам подавали 124. списки, мы давали списки, кто прошел вакцинацию. Кто у нас, кто за пределами, ну. Нет, не переписчика имеется. Да, да. Пришли, да? Ну, спасибо. Еще вопросы у кого есть? Я только услышу. Спасибо, присаживайтесь. Юрий Сулейманович, информация тоже есть. Mutlular Latsız Bidinoviç, Mutlular Совершенно день сообщения, Мишаля Равтопулис Клигна, сейчас Володя Ганова, протокольное поручение Ватера. Предоставить информацию по исполнению последних протокольных поручений оперативных штаба. Вчера я такая колах, она иногда на главаре, вчера вели сельское население, поручение арчи, протокольный отдел, оперативный штабный отдел. Проводит анализ по основным действиям числа жителей сельских поселений, прошедших вакцинацию за пределами района, и списки данных лиц представит оперативный штаб. Но або представите ИЗО, еженедельный отчет начинает часто список арбуре, сразу начинает работу ЦРБДС, обредный учет хлопотоды и какого-то лет хлопотоды. И второе поручение частира оказывает содействие участковым полномочиям при проведении мероприятий по соблюдению ограничительных мероприятий и масочный режим на территории сельских поселений и сельских мечетях. И полах чиновуза они все равно что заказаны двумя как раз мискин дала вода и денеглери маски арборола через фейс между молебный вопроса. Так вода участковый чина мадин лугом хордер. Короче, жестко. Если без масок, без ничего, без дезинфицирующих средств, они активно обор мероприятия денеглери тхуза тху туму батолде. Ну а по и обраватера фена Квинах помещения их убирается обработка и изошни. Но что это организация решена сельское поселение решена, и на осумхрение сельское поселение доверие дезинфицирующая образова раствора. А по влажной уборке и воды хлорный раствор обработка лет худо. А и на дворец культуры до фена Габерского голода, полностью обработка как положено, изва, дезинфицирующие средства оборудования, веречка, лозва, ехал отсюда за скамейка, обработка изу на самом деле. И сквер имени Сулеймана Старского тоже самое, что совет изу, специально их насос на хочуна, их мероприятия в Тхон. По бирже где здание Квинах влажная уборка изва, но не синерка изва, что значит, но изва, да, она руководитель Дебрин, но и Квинах на самом деле хлорный раствор, дезинфицирующие средства наложено, хлорный раствор, влажная уборка изва, но в крайнем случае соблюдает это. И совместно поручение Ватера организовать в связи с ростом заболевания с РОВД и АСП, Роспотребнадзором, рейдовые мероприятия по торговым точкам и общепитам.
Но она начала график утвердить главу Диавозова. Она начала по графику, пока мы ее вывозу час, когда года числа, Жан Магомед Гнавозин, что уже договориться хану и кнакса транспорт и средства выделять на уже сяди крылачна, пошла между Агасова и Хазмая. Вот, абон Мерика нет хода. Она поручение материала обеспечит представление копий сертификата о вакцинации всех работников администрации муниципального района сельских последних муниципальных учреждений. Но он представит могу навозу, заскрили список навоза евреев. Но, однако, не все. Нельзя сейчас там постановление главного санитарного врача 50 от 18 октября 21, кто работает по договору, тоже обрели сертификата сейчас представили. Копия сертификата признал, копия представит там, да? Но да, единственное, Хасун Хрени, Агастова, я говорю, полностью по штату, по договору, евреи, все как положено. Но хтизо говорю, его что собралось, Лацабедевич, на района почертания, собрали, квадрат хажало, собрали вообще ночь. Но и сон фактически очень вакцинируется хан. МФЦ дана хажало, я чпия, телефон за хану отборния, раскрываешь звуча, хаты вопроса на лазу. Юринова нам сейчас поручение подготовить обращение Минздрава и Республиканский штаб по поводу учета населения района вакцинированных против коронавирусной инфекции в медицинских учреждениях за пределами района. Вот. И мы начинаем вопрос мне Кхенова на имя министра здравоохранения и на имя Казила Мурада Замевича Рапурна за пределы проводить на вакцинирование абор, че она учитывает тому подобное. Потому что проходить хану есть она. Но в те моменты она ехтила там Мурадеда, вроде бы первоначально в те моменты хана была вакцинация ктяхана, где-то фену масса территории, равно Махачкала, отпуск Каравадет, где-то Москва, равно Арсенал, на воздух. Да, что аэропорт официально почти учитывал тому подобное. Надо в протокольное поручение авось, но гила единственный книг, амхункон что дополнительно, отдаленное сельское поселение, школа не хасунка школа, не видишь, на самом деле влажная уборка мизо, температурный режим соблюдать изо, дезинфекция, да, средства армии плюс завозу. Гила Баштан сейчас получалось, и пошла она в сельское поселение, школа, садика, крикна, абрия, Аллах и камилета. Нужно доложить на план докладной, записывать. Мы как-то ночью. Вопросы есть? Есть Бешир Манович. В прошлой неделе вы провели рейды мероприятия. В прошлой неделе Амханачу совещание с Амхангечка, участковой видеоконференции с Амхана, Барне. Он упущение хана, он начинал восстановить пациентов. Но надо провести, потому что это коммерческими структурами, потому что связано с вакцинацией, с людьми, жителями нашего района. Поэтому спасибо, присаживайтесь. Еще по коронавирусной инфекции кто-нибудь хочет выступить? Жанна Магомед, у вас есть что-нибудь сказать? Коронавирусная инфекция, да, главный врач Твери, немножко у нас цифры расходятся с ним, но учитывать только население шпит обращаться к Айгур, Ачна, есть минуя них, которые обращаются в Махачкалу, в Дербент, с этим учетом сейчас, если за 42-ю неделю 13 случаев ханота, сейчас за 43-ю неделю 33 случая ханота. 2,5 раза превышает, у нас рост идет коронавирусной инфекции, главный врач ЦРБ тоже отметил это, Джафер Бен Исмаилович. И просто хочу обратиться к нашим жителям, чтобы вот эти каникулы, дни выходные, использовали для того, чтобы вакцинироваться, так как самый надежный способ, самый эффективный способ защиты от всех инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, в том числе от коронавирусной инфекции, это вакцинация. Прививка РР и удаша. Учахан лозаштекез. Еще вопросы или желающие выступить? Хорошо, Юрий Александрович, спасибо. Это Удашар, коллеги, ребята, и чехолки
саглам был, сейчас будет багай. Вся на ремонтинчика довож, алатар совещание равны, че вели, че администрации за и че золото совещание рав, вели хамиша музваде вакцинация и Аллах ретхон код. Или бетта заиф тесюз. И че хал науду казаш арабир. Лучше бата нел мухара сахзон чакан was вели вакцинировать мат, вели колева ела рабо. А верлани старший каз Ахазодова. Яшкан моштен хан водис харадовоз, хан воз вакцинация умочез рахметися. Чакан коронавирус. Ахазо елин чаканаш. Ич амангало. Шакти Аллахару. Такима вакцинация обязательно ункозу. Чина уже телевидение, да, сайт, газета, хано, че Аллахарти дяне телевидение дам, когда пана Жана Магомедович, газета хана, вичин статья, амакида, калурда, ну Аллах изу, ну родился за доказуч, лоб заифтисюз. Зубзава вторая гауду казуч и Колола района хига вакцина из-за этого. Ушлачил, зачем он ушлачил? Чи больница он заифян, чи специалист заифян, а вакцина ехать. Чи больница я вакцина. Вирида ехать скрыто не ушла, это лучше конши район десят. Ема хана вакцина я нала им под сомнением тизу. Я муч. Как там же? Акима талат больницы Аллахову. Глава сеть поселения, чи учреждения, вас масса структур и Аллах ретхан клада. И вот совет на Аллата автеда и вакцина вурсоветар. Но та вурсоветар на вахи. Хабравункон, сакас прекас путка за луна анжидаш, хватикос Аллахных из кне фена организовать на абрпез шпифа приязывала, ачкадоляза, фапара учится, фаля бисяты лучше. Как Аллах организованный, и сяче джаверком измелча рядку заодно больницы че. Акимат Аллабда за холт и че районе обращаться через Аллах ункод. Ушла саглам волкан. И на всякто каникулы ожидаться, выходной ожидаться, 30-7. Эльбета жила Велидария, жила районе Лиария, Патаровичами Саброво, а Москва такой, Питер, Махачкал, Хведкон, Дебадов, Сакельчугос, Чехибрал Сакельчугос. В Кедаш Лугам, в Кедахе все равно. Как и мал Лаб Мухаят Канкот. И ну, переписчик излагательчина. Ну, МЧП с тех отсюда саглавал хвин, хан цукут катьямади. Почти я сон цукут катьямади, лично хан куткаска. Сапхая нашлачил. Администрация чда маски я, ну чезова, когда через Хельбекта, через Махачкал обеспечить были и дезинфицируют средства, я беглея, чапя, ахпа хабурну ганмали. Но и на ковид обязательно сдавать никуда. Глава сеть поселения, районное управление образования, ханана, культуры работника его, сельсоветы класса, школа, зачем работника. Обязательно сдавать никуда, анализ и это. Ковидне. Ахпа и учреждения, особенно дошкольные образовательные учреждения, школа, но через вся ожидается проверка Роспотребнадзор Республика день, полиции день, ЭВД работника, вся муки и автеда то. Школа выезжаство, хикатигно до школа. И вся русатка заказу, каницели да Абдулла Венизм и санаду чахан. Ковид сутка хане. Но его шло завтра, чем она нартохан. И ушла человек, вот другой теперь да, савтеды, хане артохан, как има мат тестиказ до чекола заифтеды. Как има школа, Аллах дюздеказ тишкилунка, авади школа, унмай, но их тиму, хаят волхан генани, кивускункан, висера бедини шакола. А та температура лцумо, ах по глерез, там мики аппарата дезинфицирующий аппарата хабурного школа. Хакулахар ункода, ах по дезинфекции кулахар. Юзбек Сулейманович, Аллах контроль. Ах по чи и дар Назир Абдрахманович и Амаункот. Обязательно. Ушла и не зистанарку за. Ах по оно чи даря социальный рекатир, КЦСОН, ах по оно управление соцзащиты его структуры. Она обязательно ункот.
она дезинфекции будет. Но сейчас велика сейчас кумеги ветеринарной службы, сейчас четизовский дабрыз машиново и коммерческий структура велик под санал автостанции велик то паркар, а у них есть график Юзбек Сулейманович, шабраун код обязательно дезинфекции, им кияхки контроль. Но сама Аллах тут их вся иначе информация да сейчас гана заифтись, но коммерческая структура вся что обязательно вся распространен надзор доход полиции работает Аллах лет худо. Ханан вакцина янко, чи кафе, рестораны, хабрин работники обслуживаются от сии санар, хабрин вакцина обязательно янко. Аллах заифтись янко. И вся и лап мухаяткана и кулахачна электронный ход, метлул башар. Телевидение, газета, сайты, харихуз их ролик арбалкан, телевидение тюкено, выходной хорошо неделя, вызывал телевидение часу на био работали вас тюкено. Чурки вахту велик каляхсан, вяза цакастол, а мы чахидия, а мы руководители хадура. Чер хейшники как-то поляризуются. Хадас, она утану гадая розана, Магомед. Радмир, Мадик Мегли, кстати, часу, она звукти проблемы не била, вера, а до скелехе, оборудование лучше греха все заявка, что оплата иде. Акима Алата Сапех установлен, что лидер да идичи информация работы. Всякий канал звук не появился, каждый кто не колахни дома год. Ахко и яшло и садрага, хочу на год репортажа, акулахария. Акима учить на санал землячку года. И колах дохом что сакасни азарка ханмату чизату шикиш да хига ката хинал сукала межда акима шулга мухайт танкал и колахар год. Была вопрос терче о состоянии меры по соблюдению градостроительного законодательства на территории муниципального района. Виталий Грандинович, лучшая информация, начальник отдела архитектуры строительства. Уважаемый президиум, уважаемые участники совещания, хочу довести до вашего сведения информацию о состоянии и мерах по соблюдению градостроительного законодательства на территории муниципального района Сулеймановский район. Данное направление, конечно, охватывает весь район. Направление объемное, я постараюсь вкратце изложить, довести до вашего сведения о принимаемых мерах, состоянии, проблемы. Отдел архитектуры и градостроительной администрации района осуществляет организационно-техническое руководство строительством, занимается вопросами архитектуры и градостроительства. Также занимается рациональной планировкой, застройкой и благоустройством территории района. Полномочия, возложенные на отдел архитектуры и градостроительства, исполняются согласно положению об отделе, градостроительному кодексу, должностным инструкциям и иным нормативно-правовым актам. Анализ ситуации в строительной сфере района показывает, что за последние десятилетия строительство и реконструкция осуществлялось без творчества в архитектуре, хотя бы в минимальных его проявлениях. Ухудшение этой сферы привело к несоблюдению действующих требований законодательства и хаотичная застройка с многочисленными нарушениями градостроительного, земельного и предохранного законодательства. В этой связи злободневные вопросы о принимаемых мерах по соблюдению градостроительного законодательства и противодействию незаконному строительству систематически обсуждаются на совещаниях администрации района, у главы района, на сходах жителей, средствах массовой информации и являются острыми для общественных настроений. По их итогам выработан ряд решений по улучшению ситуации и состояния наведения порядка в градостроительстве, недопущение самовольного строительства на территории муниципального района. В частности, в конце лета 2021 года заключено трехстороннее соглашение по разработке мастер-плана районного центра села Касымкент, 4 ближайших к центру района населенных пунктов и вдоль автодороги республиканского значения Мамреш-Ташкапур-Аканский мост. Разработка мастер-плана по развитию сельской агломерации в Сулеймановском районе ведется благодаря спонсорской поддержке благотворительного фонда УМУД, активного участия администрации района и профессиональных специалистов общества «Атлас». Мастер-план – это стратегический документ социально-экономического развития района, в котором отражает приоритеты, направления развития территории застройки и механизмы достижения поставленных целей. Для исполнения протокольных поручений Совбеза при главе РД
На уровне района утвержден план мероприятий главой района по развитию градостроительства и архитектуры муниципального района. Также местные нормативы, правовые документы, регулирующие строительные нормы и правила, проводятся в соответствии с республиканскими, федеральными законодательством и иными документами, определяющими цели, задачи и направления в области градостроительства. Также актуализируются основополагающие градостроительные документы муниципального уровня. Это административные регламенты предоставления муниципальных услуг, это нормативы градостроительного проектирования, программы комплексного развития и другие. Также, согласно изменениям, внесенным в законодательство, действующие корректированные правила благоустройства муниципального района. По местному телевидению с ответственными специалистами администрации района и сельских поселений проводятся круглые столы, а также на площадках МФЦ организовываются дни открытых дверей, на которых обсуждаются темы строительства и благоустройства территории. Как мы видим, проводится большая работа по недопущению незаконного строительства и приведению соответствия документов по узаконению объектов капитального строительства в разных сферах. Это социальное, коммерческое, производственное, жилищное и другое. Несмотря на это, все еще остаются проблемы, на решение которых следует сосредоточить внимание. В первую очередь остаются нерешенными такие острые вопросы, как территориальное планирование, градостроительное зонирование, документация по планировке территорий, выделение земельных участков осуществляется с нарушением процедур градостроительного кодекса, наличием ошибок в генеральных планах, а также чрезмерным регулированием правил землепользования застройки, генеральных планов и разнообразием их трактовки участниками процесса. В настоящее время на территории района из 16 сельских поселений генпланы утверждены для 15 сельских поселений. На стадии завершения процедуры занесения в Федеральную государственную информационную систему территориального планирования генплана сельского поселения Ортостав для дальнейшего согласования с правительством и утверждения. Схема территориального планирования района и генпланы 4 сельских поселений, которые были разработаны ранее в 2012, 2011, 2014 годах, в настоящее время требуют корректировки. Правила землепользования и застройки утверждены во всех сельских поселениях, и в настоящее время некоторые из них требуют корректировки. В большинстве случаев строительство в районе ведется без учета установленного порядка уплотнения сельской местности, наличия социальных объектов, имеющихся тротуаров, общественных территорий, зон с особыми условиями использования территорий и не соблюдая красные линии. Застраиваются производственные, предохранные и рекреационные зоны. Говоря о самовольном строительстве, нужно понимать, что это не только строительство жилых домов, но и большой пласт других объектов, имеющих признаки незаконного строительства. Это здания, сооружения, построенные в зонах с особыми условиями использования территории. Это магазины, это здания общепита, торговые центры, производственные объекты, требующие установления санитарно-защитных зон, которые получили разрешение без первичных документов, экспертиз и так далее. Остается очень важным необходимость своевременного реагирования на довольно часто меняющее законодательство, которым вводятся новые требования, препятствующие возможности продолжения и проявления правового беспредела неблагонадежных застройщиков. Вводятся новые требования, на которые необходимо своевременно реагировать. Вот, например, с 1 июня 2020 года в соответствии с федеральным законом 507 муниципальные органы, если не внесут документ территориального планирования сведения о границах территориальных зон, то с 1 января 2024 года выдача разрешений на строительство в целом по Дагестану приостанавливается. Однако на сегодня практически по РД, и в том числе на территории района, никто эту работу не ведет по установлению координат для этих зон и внесению ЕГРН. Вместе с тем, отдел архитектуры градостроительства продолжает работу по контролю за разработкой, утверждением, внесением изменений в документы территориального планирования. Это схема территориального планирования, это генпланы и ПЗЗ. В целях недопущения нарушений сферы градостроительства оказывается максимальная консультативная помощь специалистам сельских поселений. Запланировано внести изменения в регламенты по оказанию муниципальных услуг, а также назначен ответственный специалист по внедрению государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Считаю, что взаимодействие органов местного самоуправления с надзорными, с правоохранительными органами способствует улучшению ситуации в градостроительстве и предотвращению правонарушений в данной сфере. Глав сельских поселений хочу попросить, чтобы активизировали работу по своевременному пресечению самовольного строительства
Также напоминаю, что летом 2020 года во всех сельских поселениях утвержден порядок и положение комиссии по выявлению и пресечению самовольного строительства. За отчетный период отделом рассмотрено поступившие обращения в количестве 73, по которым проведены проверки соблюдения градостроительного законодательства на территории района. Это основно расположенные вдоль автодороги республиканского значения. На все заявления даны ответы своевременно и приняты соответствующие меры. В планах провести аналогичную работу и на территории остальных сельских поселений. Также проводятся рейдовые мероприятия, по результатам которых в адрес администрации поселений и непосредственно самим застройщикам за 9 месяцев текущего года направлены 102 уведомления об устранении нарушений градостроительного законодательства. Это в основном самовольное строительство, объектов капитального строительства. Также направлено в правовой отдел администрации района 4 материала, и 3 материала включены в муниципальный земельный контроль для принятия мер. Составлено 22 акта. Направлено 13 предписаний, из которых 9 исполнены, 4 на стадии исполнения. Добровольно за этот период снесены 2 объекта капитального строительства, функционирующие без правоустанавливающих документов. Наиболее характерные нарушения, выявляемые в ходе проверок, это застройка территории общего пользования, нарушение красных линий, линии застройки, застройка земельных участков вне предусмотренных для его целей функциональных и территориальных зон, возведение объектов без элементов благоустройства и озеленения территорий и с нарушением санитарно-бытовых и пожарных разрывов. Проведя комплексный мониторинг соблюдения градостроительного законодательства на территории района, выявлены следующие основные нарушения. Контуры границ населенных пунктов отображаются с нарушением. Материалы проектов документов территориального планирования и градостроительного зонирования не полностью занесены в Федеральную государственную информационную систему территориального планирования. Есть случаи, занесенные материалы, они не соответствуют актуальности. В правилах землепользования застройки виды разрешенного использования не соответствуют утвержденному классификатору видов разрешенного использования земельных участков. Не соблюдается максимальный процент застройки. Не своевременно предоставляются ответы на запросы отдела по получению тех условий от администрации сельских поселений и ресурсоснабжающих организаций. Это отражается на правильности, на своевременной подготовке градостроительных планов земельных участков и как следствие дальнейший отказ в выдаче разрешения на строительство. В целях устранения допущенных ранее ошибок и недопущения случаев нарушения градостроительного законодательства планируется усилить контроль по недопущению незаконного строительства и хаотичной застройки общественных территорий, совместно с правоохранительными органами привести в соответствие с законодательством ранее допущенных правонарушений, внесение в соответствии с законодательством СТП района и генпланы, корректировки и приведение в соответствие местных нормативов градостроительного проектирования, установление красных линий, внесение сведений о границах населенных пунктов и территориальных зонах и ГРН. Для корректировки документов территориального планирования и градостроительного зонирования необходимо финансирование в размере 20 миллионов рублей, в том числе корректировка СТП района и генпланы 4 сельских поселений 10 миллионов рублей, 6 миллионов рублей на разработку проектов планировки территории для установки красных линий и 4 миллиона рублей на остальные мероприятия. Это подготовка исходной документации, техзаданий, разработка программ, исследования существующих инженерстей и другие. Таким образом, обобщая материалы о состоянии градостроительного законодательства и принимаемых мерах по обеспечению контроля за ее соблюдением, можно сделать вывод, что принимаемые усилия по наведению должного порядка в этой области недостаточны. В этих условиях вопросы искоренения незаконного строительства в районе, осуществления должного контроля за строительной отраслью, безусловно, остаются актуальными и требуют принятия самых жестких мер по изменению ситуации в данной области. Инструментами решения проблем по наведению должного порядка в области градостроительства и недопущения самовольного строительства в районе на данном этапе можно назвать следующее. Это выработать пути выхода из создавшейся ситуации и дальнейшее строительство вести строго в рамках требований земельного и градостроительного законодательства. В частности, создать комиссии по выработке предложений о возможности проведения самовольно возведенных на территории района самовольных построек в соответствии с установленными законодательными требованиями. То есть создать комиссии, включив
по согласованию работников прокуратуры, строительных экспертов и представителей общественности. Обеспечить эффективное взаимодействие органов местного самоуправления с надзорными и правоохранительными органами в целях полного прекращения возведения объектов незаконного строительства на территории района. Также отделу следует активизировать деятельность в области интеграции материалов после завершения мастер-плана, документы территориального планирования и градостроительного зонирования. Завершить до конца первого квартала 2022 года актуализацию и подготовку следующих нормативно-правовых актов. Это местные нормативы градостроительного проектирования, разработка карты планов границ населенных пунктов, внесение их ЕГР, активизировать работу по соблюдению правил благоустройства и утвердить этот порядок заключения. Следующим этапом для улучшения ситуации в градостроительной области является переход на введение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки, осуществления полномочий в области градостроительной деятельности, позволяющей подготовку, согласование и утверждение таких документов, как правила землепольной застройки, проект планировки территории, проект межевания территории, это градостроительный план земельного участка, выдача разрешений на строительство и объектов ввод, эксплуатация капитального строительства, а также иные документы, подготовка, согласование, утверждение и выдача которых предусмотрена Градостроительным кодексом Российской Федерации. Также улучшение межведомственного взаимодействия администрации сельских поселений, ресурсоснабжающих организаций с отделами и управлением администрации района по части своевременного и качественного ответа на запросы в целях предоставления муниципальных услуг. Эффективная реализация всех вышеуказанных мероприятий станет важным этапом соблюдения градостроительного законодательства и улучшения ситуации в строительной отрасли муниципального района в целом. Диана, вопросы кого? Мы, орган прокуратуры и отдел архитектуры и строительства района, взаимодействуем, сотрудничаем систематически, ежедневно мы, можно сказать, проводим совместную работу. Но вот эти цифры ваши, которые были озвучены сегодня, чуть меня смущают и не совсем правдоподобны они. Вот вы сказали, что вами рассмотрено 73 обращения и, соответственно, проведено 73 внеплановые проверки. Каким образом вы эти проверки проводили, не согласовав с органом прокуратуры? На основании поступивших заявлений выезжали на места с участковыми, с администрацией сельских поселений. Вы проводили внеплановые проверки. Актировали их. Вы сказали, что в правовой отдел направили 4 материала для принятия решений. Какие меры на сегодняшний день приняты? По 2 объектам, это Ашагастан, Казмаляр, прилегающие территории к школе, они приняли мировое соглашение о сносе этих магазинов. То есть весь материал, который направлен в проводу, они рассмотрены, и в настоящее время приняты соответствующие меры. Какие меры? Вот по 2 объектам заключено соглашение, что они самовольно сносят незаконные объекты. А срок какой установлен? Где 10 дней, где 2 недели. А эти сроки не прошли? Сроки прошли, но на сегодня есть договоренность, что они... Нет, вы официально, наверное, заключили мировое соглашение, которое не исполнено. Дальнейшие меры же должны быть приняты. Далее, вами направлено, вы пишете, что 102 уведомления об устранении нарушений градостроительного законодательства. 102 объекта, соответственно, а с ними что сделано на сегодняшний день? Это имеется в виду, где продолжается строительство, реконструкция, они приостановлены до предоставления соответствующих документов. У нас 102 объекта на сегодняшний день строящихся объекта есть в районе? Нет, ранее возведенные. Это не только градостроительное законодательство, там есть по правилам благоустройства прилегающих территорий, это все вот сюда входит 102. В текущем году сколько исковых заявлений Магомед Мирзович направлено в сфере градостроительства? Шевченко дело выиграли, здесь обучал, сейчас находится в Верховном суде. То есть за 9 месяцев текущего года всего одно исковое которые нам заявление поступили, а по 3 нашли мировое соглашение, они сами сносят. Это по Ленина 26 возле здания суда. Сегодня позиция остальных мировое решение такая, что в сфере градостроительства надо обращать особое внимание и принимать конкретные меры по фактическому устранению этих нарушений,
на что наше руководство тоже непосредственно внимание обращает в этом направлении. Я неоднократно, и вам тоже лично говорил, и с нашим Судиновичем, у нас и прокурор имел беседу в части того, что если какие-то вопросы возникают, требующие нашего вмешательства, мы в любое время готовы. Вот на сегодняшний день тоже у нас есть на рассмотрение обращения касаемо школы на поселке. Нами совместно с Абдурахмановичем было конкретные меры определены, план устранения этих нарушений, так скажем, принятия мер. И наверняка мы направим эти исковые заявления тоже об устранении в случае неисполнения этих в течение 10-15 дней, если это сеточное ограждение, если не будет перенесено, нами будет направлено исковое заявление. Я еще раз повторюсь, что с нашей стороны будут приняты все меры, направленные на привлечение к ответственности виновных должностных лиц и тех физлиц и юридических лиц, которые нарушают на сегодняшний день градостроительное законодательство. Вот надо менять облик села. Это очень важное значение имеет. Вот это рядом с торговым домом Касумкент. Уже Двухэтажное здание. двухэтажное Там здание. по нему тоже Сколько времени его сносит? Почему его по-быстрому нельзя сделать? Там потому что рядом есть объекты функционирующие, чтобы не нанести ущерб, не навредить кровле, поэтому ручную механическую это. Уже более 2 месяцев. Ну и погода же не позволяла у нас. 2 недели дожди шли, поэтому приостановлены были. Спасибо, Шамиль Батырович. У меня такой вопрос. Так, Андреевич. Договора по благоустройству с коммерческими объектами. Сколько заключено и исполняются ли они? На В сегодня случае неисполнения, какие меры? на территории предусмотрены? Касумкента Там. 58 договоров заключены за последний месяц. И по всем принимаются соответствующие меры. Если выявляется где-то нарушение правил, то актируется, фиксируется. И, таких злостных нарушений нет. Все на наши уведомления, устные просьбы, они своевременно реагируют, устраняют в этой области нарушения. Еще один вопрос. Вот центр Касумкента, сейчас в каком состоянии он находится? Ну, я понимаю, что строительных работ. А так, состояние этих объектов, ты согласен? Нет, конечно, я здесь озвучил много незаконно возведенных, без документации. По ним мы сейчас начали работу активно. Сейчас вот мастер-план разрабатывается для Касумкента и 4 ближайших сел. По завершении мастер-плана будут корректированы наши документы территориального планирования, градостроительного зонирования, это генпланы, ПЗЗ, и уже будут более жесткие меры приниматься. Поэтому надо принимать, не откладывая, и срочно. Я понимаю, генпланы, там, ПЗЗ, это тоже, соответственно, надо делать, но надо принимать, привести в соответствие. Скоро, в следующем году, в конце следующего года, работники полиции все перейдут в новое здание и разгрузится центр, надо привести в обязательный порядок. Еще какие вопросы у кого есть? Вопрос. Скажите, пожалуйста, в проводимой вами работе должностные лица органов местного самоуправления сельских поселений какое участие принимают? Сельские поселения непосредственно, у них есть свои разработанные порядок и положения комиссии о выявлении и пресечении самовольных построек. То есть они могут решением принять самовольный объект, принять решение о сносе. Такая работа пока не ведется. Что они могут сделать, понятно, что они делают? Не ведется эта работа, надо актуализировать и В начать. течение прошлого года, в этом году, за 9 месяцев, какие-либо информации поступали? Актировались список реестра этих без документации есть объекты. Нет, непосредственно по инициативе глав сельских поселений поступали информация? Да, поступает. Я говорю, актирует и направляет по коммерческим магазинам. Нами даются соответствующие рекомендации и на этом заканчивается. принимаются меры. Нет, есть объекты, которые привели в соответствие свои магазины, объекты капитального строительства, земельные участки, то есть вид разрешенного использования, которые привели в соответствие с классификатором. Есть объекты, которые получили разрешительные документы и занесены в ЕГРН. Идет медленная работа, но сейчас
будет активизирована эта работа. И Я предложил бы еще такой вариант, вот, в средствах массовой информации озвучить также вот эти все проблемы, наверное, по телевидению также будет показано. Наверное, еще раз довести до населения, что уже вот эти самовольные строения, они будут пресекаться с корня, и что нами делается на сегодняшний день. И практически вот, мы, как я говорил ранее, совместно с Игорем Дедовичем, мы вот, начинается строится объект, мы сразу пресекаем, и если без разрешительной документации, сразу приостанавливаем. Эту работу, я думаю, надо обязательно продолжить нам совместно и проект тоже, что и да, будет нами сделано. Как бы ты озвучил, здесь основная проблема ранее возведенные объекты, как раз, а сейчас в последнее время таких объектов категорически отсутствует, нету, пресекается своевременно, и нарушений вновь возводимые объекты у нас не наблюдается. Это все ранее возведенные объекты, по ним у нас проблема остается. Все, спасибо, Виталий Гамдинович, присаживайтесь. По данному повестку дня хотел бы представить слово Бабай Долгосов Магомедович. Предложар Аллах вақтуда посмотрим сельхаты вери санла качурло. Куда зоны вишни халисут ол аво куда зон междушни акцор полис участок аро. А зон иридушни код колизион керво яни акцор 40% чилерис авозо. А зон междушни халисут участок 15%. Генплан тестикарно от 2014 года из правил землеползвания, застройки, ПЗР, тестикарно вишницы межлага Иисус. Карта плана Хазур, я 2017 год из Хазур младел. Хананы чина сяхта цивилер дигишар изо изменения атоза. Территориальные зонирование холм потолды координат харвери чина сяхта ганво картировка потолды и дигишлерные чинахо зонари дигишлерные атоза. Коммерческий объект аршазово будущий Ахсон суд объект, Хабурка зеленки, Авозо объект из Пуркана под, член участок из Аво Вишни Ахсон под. И Колах начинал совместно с местных класс и архитектурных класс Далматки. Бургусов седали договора чиновкторного инол Виталий Гамдинович Лагаур Ахсон центр. Между касти колос, жюриди собственных колос и Сантана Михиллерли, он пота талук нормативный правовой актор Кабулного и Хайколахар начинает уведомление о работе Хизов, протокола Хизов. Только что Суханови закончил, да? Какие вопросы? Конечно, у меня один вопрос по сегодняшнему совещанию. Ну, какие трудности? Потому что это центр Касумкента, 3-4 села, Аликент, Касумкент, Новый поселок, Симкент тоже был ТАСС проходит. Ну, основные трудности, ранее, которые строили это объекты, у нас на этот объекты, на коммерческие структуры около 80. Зеленки есть 84, а на участке 143. Общий у нас 350 объектов. Из них 84 зеленки есть. Они ранее построили строительство, поэтому есть проблемы вопросы вот этого. Понятно. Еще какие вопросы кого? Сара Цова. Низам Абдрахманович, глава поселения Шебастальский. Уважаемый президент, уважаемые коллеги, справка о состоянии мерах по соблюдению градостроительного законодательства на территории администрации сельского поселения Шебастальский. Основными задачами для администрации сельского поселения по соблюдению градостроительного законодательства на территории администрации
является это ввод жилья. На территории при плане 1700 квадратных метров выполнено за 9 месяцев 1590 квадратных метров, что составляет 94% годового назначения. Но это вопрос до конца года есть возможность завершить полностью. Документы территориального планирования. По вопросам территориального планирования имеется много вопросов, по которым требуется корректировка, а именно по генеральному плану нужно внести добавление зон категории вида разрешенного использования земельных участков. По ПЗЗ нужно усовершенствовать, также требуется корректировка. Карта-план границ населенных пунктов нужно привести в соответствие с генеральным планом. Территориальные зоны определить координаты границ внесенных их единственных государственной инвестиционной недвижимости. Эта работа проведена отделом архитектуры и строительства. Выявлять количество коммерческих объектов и установить их правообладателей. По этому вопросу проведена большая работа по выявлению правообладателей. Составлен реестр, предоставлен отдел экономики и управления финансов. Пресекать незаконное строительство. Совместно со специалистами архитектуры и строительства составляем акты, чтобы прекратили незаконное строительство объектов капитального строительства. Договора на благоустройство с коммерческими объектами по этому вопросу на стадии завершения. Составленные договора будут завершены до 25 декабря 2021 года. По поводу правил благоустройства требуется внесение изменений. Работа по правилам благоустройства будет завершена до конца года. Работа по санитарной очистке прилагаемой территории. Постоянно проводим субботники по санитарной очистке территории сельского поселения. Проводимые работы размещаются на сайтах администрации. Специалистам отдела архитектуры и строительства постоянно нам оказывают помощь в этой работе. Вопросы Низама Абдурахмановича. И Месел Гадахама Адрахазкала Касмасова. Начинали эти повестки заседания Лагадаха постановления Фабуна, коллегии. Ахпагили именно добавить удачки ярче Санал Хилида, Виталий Грандевич, Магомед Бесович, Ахпа Килинхиз имчна Ва Ашиперловский-то Худникична именно, Абулда, ну, глава муниципального района пока ожидали, это подписать. Ахпа Зази градостепень Гадахай Гузгоза. Месел Гадаха. Это Читими село. А туда и район Гадетхо учила до Козукес, Читиво учила туда Чилер Гармадия, Хатан Цуцовили, объект Ратигнуадия, Цуат Хатсовили, Чилгарма сразу объекты Тигзадинов, Агачитим Лервади. Глав сеть поселения резни и отдел архитектуры и строительства. Ушла 10 документов о Читине. Лата сашмут на объекты, и села на гауду хасаш. Кайданучил пока на фундаменте зад. И сята гзавчку зашка ручна Козукес, улице Мира, ахпа масса размари территории да по массочка. Хакима глаз из поселения готовил 10 закона гауду хамна антикишкабари. Козукес шехерен башломиш махачку ла Каспийс, Дербен хасавер забавчку заде. Ахпа очкур дахлохан кодаш. Услад алаун екер сходар, садокумен гочиз, закодит кадаловош. Ахпа чазни хельбета четижит, ада чил халору, ада унуану расходар восстановитку, ада сакмехку. Лап четижит. Она герекса не бюджетные средства, а бюджета средства предусмотреть унуатуш. А у вас это не чих по кадастровой стоимости. Ахузали кулебуру. Ахпа арабир объект архитектуры, хоншире хвост, холола коммерческий объект хвост, чилере хвост согласовать уна. Как в случае Анжезу. Глав сеть поселения, чи або структура работников Талабда, Чкару, Вахтуда и Меселарский лиго. Оно в магазине всегда, хоншире хабар. Люди здесь слагали учиться сзади, учить хазвоч. Пока Марко или Жиху Вахтуда, Анжезвоч, Вичацева, площадь хакт колахан жеза овоздовоз, хабутибур ханакоташ. Вели документы ОВОЗ, Виталий Грандинов и глава сеть поселения, документы археолог Полганко до Цигуна.
Ну, круглый склад ханкода, телевидение, да, газета, статья ханкода, Виталий Громдиш, Аунуак Лахти, Изак Лахти, закон Ханури, Абрага Алькоди Санду. Глава сеть поселения с Ганкода Кюмек. Глава сеть поселения без специалиста рабочих. Солдат. Предлады, глава сеть поселения Хабулах Арцида оттуда, Хрюги Ария, Хунши Ария, Мукак Лиар Салахтуда, не Бекев Дакура, Харти Санари. Хабанкода администрации. Участковый хватишь на мишну года, а позже запишь. И за сигнальный, и за выходной харат. Или суали вахтара майский, но ноябрьский вахтар, или масагату, и ты сиварки вахтара, и цизак. Как и кулак, и кулак фикер был. Арабия даже и милиция хватишь на мишну урлани, Аллах у нас дяхтер заднул. А по суд дуан жда, не сама захватывал, а сумриш на поселковой школе. И рит карты хармали. Чилаха, школа чилу. Хадмир, она учена школа ЦИС, формировался соучасток, тут гектар чилку азо. Он надел хада сюда. Мачарович, и сякта прокуратура, хуват ничего, Шамил Батырович, и КС, и Вильмурада Меджид Мусафендиевич, и это сейчас их тип мегуза. Учит багато, она учит встречки вахту магадих, миссиару сирахула, чем вахту реагировала, и миссиар Арадахуда. Акимал обрабатывать и член исчезает правоохранительные органы. А пацана у вахтуда улахтал Виталий Громдинович, без закурироваться, я чизу нормальные чане, резить зашло сзади, залузло, азик улахтал на зори, зашки улахтал резить туш. И улахчина видно улахтал ди, ала кимюля рахун год. Член дара член мишна ушла перевода резату член Назир Брахманович, Жезад Борца Лисар. Этих задержанного объекта. И че геректив документов, хайда да он ахпалахан кода циглана. Имел че дахлаз старший помощник прокурора Техтилатхана Виталий Громдинович по правоустановлению документа рабочий брез. И для облегчения директорец, ахпачна санала вида, рабочим порядком, кризлутики, абор против туш. Эгер коммерческий магазин или масса объект, соответствует женские документы, рабочие, обучили к мне будут. Как отсутствие величимаз, хамха и тани. Я говорю, учили велисом так маски, учили хельбек, учили хашку дахабаку, учили ахтхона, и сят контроль глава республики, и тину месила, махашку дахозак, хилма жилой колер, хавала, хаволска даже, сят махашку цигма, хавол, састомуко, хаетана мачис. Акимай Улах, че районный бюст до конца. Акимай правоохранительный орган или масса структуры сейчас кумер будут задавать. Вот, но че брахоз Аллах Хахан, Виталий Громдич, глава всех поселения. Че рабы, хе чарчов резихана, гильчони и макуласа и санарик, и талабунан колдыш. Егер шалахтул фена и месел чнаики улахан хит абрил ваавоч. Акимай талаб дельгая Аллаху. Ахпачат и алама месела рвайнула. Что делали структуры Саид Мусинович и перепись населения информации. Это лефизета в умадном усмысле отдел экономики даталода информации. Хабибулла Ацельевич, Штырикчер, день совещания день. Первый вопрос. Вы знаете, что в соответствии с поручением правительства Республики Дагестан, распоряжением главы муниципального района, мы проводим работу по проведению переписи работников бюджетной сферы, в том числе муниципальных служащих, на портале государственных муниципальных услуг. За эту работу мы в соответствии, значит, с поручением правительства должны закончить к 10 ноября. Промежуточные итоги, результаты, промежуточные результаты мы должны на конец каждой недели представлять правительству Республики Дагестан. Поэтому мы к вам обращались неоднократно, в том числе с помощью и в личных, значит, беседах, и по телефону, и через группы WhatsApp, чтобы вы соответствующую работу проводили на территории. Это вопрос касается всех, значит, муниципальных учреждений и администрации сельских поселений, чтобы вы такую работу организовали на территории вашей, значит, в уверенных вам учреждениях, и информацию
представляли в администрацию района о проделанной работе. Но, как я здесь сказал, несмотря на неоднократные вот такие просьбы, из 34 у нас, получается, начиная с аппарата администрации, и, значит, в том числе сельские поселения, 34, можно сказать, учреждения, соответствующую информацию о проделанной работе на конец недели, несмотря на неоднократные напоминания, представили только 7 учреждений. Это, значит, у нас есть информация по аппарату администрации, по управлению финансовой экономики, по управлению муниципального имущества землепользования и по следующим советам. Это Алкадарский, Ашагастальский, Корчакский и Куркентский. Остальные муниципальные учреждения, в том числе это и по линии образования, по линии культуры у нас в основном бюджетная сфера, значит, работники бюджетной сферы, и по остальным нашим муниципальным учреждениям и по администрации сельских поселений никакой информации о проделанной работе нет. Влад Владимирович, в такой форме мы работать не можем дальше. Я не знаю, как нам дальше эту работу организовывать, как мы должны отчитываться правительству Республики Дагестан, если элементарно руководители учреждений не могут сказать: у меня в штате 10 человек, из них 5 человек прошли. Значит, вот элементарная вещь, которая, вот я еще раз говорю, из 34, вот я здесь назвал 1, 2, 3, 4, 7. Как они представляют себе, значит, работу администрации в таких условиях? Метлу руководители наших учреждений задействованных и главы сельских поселений. В Чузуке, сейчас фактически Амаде, чуть больше 2 месяцев до окончания налогового периода, финансового года. Поэтому еще раз я обращаюсь, проблемные вопросы мы все знаем. С учетом этих проблемных вопросов до всех вас памятки доведены, управление финансовой экономики отдельно, значит, отдельные специалисты определены в помощь вам. Еще раз к вам обращаюсь по этой памятке проходиться, она у нас неминуемо в конце года от планов назначения выпадающие доходы в связи со сложившейся ситуацией с вычетами возвратов из бюджета в ЖДАДе, но чтобы эту работу, эти цифры минимизировать, план мероприятий, памятка, в каких направлениях, какую работу провести, хотя бы, чтобы в какой-то форме потери сократить к исчезаде. Поэтому прошу еще раз к этой работе внимание уделить. По переписи. Умисли жить красово вот красово. Но жезу по. Корчарса совета. Вот красово, полохит ход красив. А он фен переписта. Но волю жеза, якима сар загружены вахтный за хак месила жезу. Но все равно и кулаха он ход. Учитывая требования Кумати, Республика Ди районы. Пока хтава кто динал через это очень бежал до хура. А по Назиру Рахманшка слушай сказать. Площадь задал вопрос глава различиза выявление правообладателей Колахты и Патаха, всякто как-то снятие Исхибур, снятие Унва, Мадрос средств к снятию Хидоч, кто успел, кто не успел. Мацифер дальнейшее снятие с учета 5-6 год достигнутого члена книга Даскалурн, дублирующий кадастр номер, Хакастис уже регистрация ОЗО, поэтому надо этот номер снимать на и Колах Тайка. И сят физа предложил вопросы о внесении сведений о правообладателях. Я не хакти член, регистрация Тунмабур, выписка архив, решение Рапудис Росреестрдис. И Колах готовного активно лагало, хотя, готовного активно загалует, то есть это активно готовно, но в Макаде Куркент, Ашагасталь, Корчак, Греханова и Улагаталь. Из сельских поселений рая сана саса материала, сана самых зафену одного Макая, гуд материал фенуаде, Куркент гуд материал. Из материала Рахурн Озаде, а сельские поселения раз объединить Рахурн очень. Физика среда 10 хват ВКС. А сейчас инхиала глава я релага ВКС тоник. И вид глава тиралади. Контакты закрыть луч.
или между точно может что. Колах готов кожа всякто налгавал, вели вопросы связаны, я забыл, налоговых колозниц, да, всякто, а у вас причина явно какой-то, специалист заниматься же перепись, то к переписи, кто непосредственно говорил специалиста, как охрон заниматься, наклад канджизо, но тем не менее перепись 7-8 числа ктяхила на помолах, там уже выходной армии ктяхил. Но и недели да, всякто, особенно обзорла вниз инсана их тичелера вабор, это Греханову, Касумкент, Корчак, Шагасталь, кне сосадва, кне как минимум ека 50 материалов горных назад, чтобы успеть. Как минимум 50 материалов в день. Говорят, алабди колактик серьезно относиться к нему. Это дальнейший кю, и на Саид Мусини Чолахаво, а памяткара Абрал Хала кю план, шотла сниматься, все связано с этими. Примерно обзорла вынизова сельское поселение на Лхава Саид Мусини Чо, юридизово ханулус, а там не правообладатель выяснят таханва, обзор, Касумкент, Ашагасталь, Корчак, Греханову, Абургинакрску. Информация о ГУЗО, налоговую базу, она цупнула гала, под юрида зеленка, актуализация ханулась 90%, 95%. А вот уже цифры. Греханов сельское поселение, обзор не правообладателя общества. И не идти за 90%, что там, 10 тысяч хозяйств, 9 вон обзор мугдал. Работы цифры, они габорные, такие вот, которые требуют корректировки, выяснения. Талапцы платят внимание, больше специалиста Кесазурия, и за тарарку сельских поселений, еще специалиста Арфена Улах наладит молодежь, Чуркенок Фидо, Алкадартек Нефидо, и Корчак напишет матер Ханих Хатувач, Ханих Нефидчо, и Артасталь, тоже Улах Хузоч, и Ханих, и путь сельских поселений, что какой. Зависит слово. Всякто и того поселения, и готовы тумаку. Они с работника рахуну, пошло мишна, рахуну из туну кладу, черен кладу. И черен учит забрали за то, что учит пошло мишна то, что. Это теоретически баган кладу, хабар кладу, что кажется зашло. Совершенно интерпрет Аллах не теоретически да то, что. Ну, то и неделю, да, если Аллах велик тефет, а за ино тарар потом кисес поселения, Аллах который того. Но за вынужден же да информацию представить, что от контроля до ладья республика день, иначе нормально судить за контроль сигнал вопросе, к не лучше давай кага уч кмеко заплах, Аллах и актер хит должен дать хэ пока микро. Все хорошо. Чуть мягко было запас даже хпал мад выходной я хпал без хика микро. Мад вот кача ринда. Все хамис на кюнер кюбатак вас бдинчик на ремашем стинчик артех за хида ава ситуация хин Аллах физо хин физо. Обязательно, когда каникулы архивах туда не отцовну глаза что Аллах харун глаза. Портал до Аллах сад выходной резни, вкусный и физни праздник резни. Портал да любой по его сахаде хлост позабыла на Серега Ахмадович. Накладка работал, да, сейчас вышел, да, Чернухи, глава сеть поселения. Даркуши Ян, Ювель, поселение хлост, гадучий список не индивидуальность поселения хлост была. Пожалуйста, ура, вера. Че специалист напредал за вопрос на учебу. Урали, да, давай, их кашка, весело худо. А камат каждый минут, это Шарик Исмаиловича. Мощна нол радио, вога жеза, и всех Аллах велик фен, волгана наш специалист здесь, суд кат, жеза абун догор и дальше Аллах тавол гада. Пример до сада уну. Имя села это не Чернухи за победу информации. И Аллах Афтида, это она делает хлоп Аллаху. Фени и управление образованием. Саса протокол, саса письмо, велично каждого работника работы. Хотя, ну, проехалось. Хотя, он авал вчера почти и поручение. Результат дахан хитал, качели глава на ремонте двигателя замесила. Хотя, пока пошумели, структура была. Хорошо. Мила письмо, вахтудами, четибра тел хабариха.
Цуба. Мат Чардеврис, Луда Кафара, и всяко Тимур Артурович до газификации месилая. Зал Гудах, Пицуха. До газификации месилая Червенев Полухолома. Союз поселения Лахс лучше, Авал лучше. Гуза информации тхуз газового хозяйства Дахуза. Вели главы сеть поселения, Хезова заявка, копия, правоустанавливающих документов, Челини, Куалини, Галатия, Ахсет Тимур Артуровичу. И всяко годился материал Гога, сопроводитель письма Гелинного министерства энергетики и жилищного коммунального хозяйства Хурзад Махачкалдис. Хабра Хурзад республики, Дагаз, шпиня они хозяйства. И Буркутазаде Хадасус. Акимат Алабник Улахару, Лаб Заису. Верметлу Гавая. Крайний срок вас определен 1 декабря. До 1 декабря куда было буду, так кажется. А он уклади, совещание было совершенно другое. Но гизуговор, сейчас, откуда азура ждать, надо газар хонзать, но хотя бы с подарком подошли. Сейчас грех это, габы линия дикишарда вот, съезд куда вот. И сейчас газар в районе будут, что на заису. Хаз совещание был, где конференцию был шуган. Ах, поматься много, а это субботично, на субботник. План твердит матери мероприятий на ремонт Шутинича. Но чоксу сама фикировах тода писфен ночь субботник хале, чи вери структура ресел поселение вида иштиракнина чоксу вида интерат хазвоч табор вери структура равозво и лаки сел поселение речпи фотоматериал рахорну обычно публикация сайтрани а по чна администрации работника археолога сумели сел поселение полигон территории ляхмихна и это же хади Аманголос, абонент службы Анголос. Мадранавад Киямат заказывала на шкила Рабурняновоза, по телевидению будучина. Гиз мусор гадар зади и физ, аганал полигола, тхана, яхтурцу виш метр дис, а уларис гадар физат. Строительный мусор, плитка масса бурган гадар сашедуш. Втулка я, пез, отцук из физ хос, аганал гадар и физат. И сейчас заход и обращаться к вам мусор. Шу ривер дишкан лок хис, чари хачай, он до учкетани, хери хит или телефон лок самбаха, рахтур зад. Администрация оплачивала мусор, бихучи зашла. Зази пусказу. А киза касти, а куна касти чосу. А касти, хахти санали хачкай пацур задими. А исани киза исани, шмус иштирак ничи субботник-то, мучи хололхана, амача алиева, вердишкан ло, кацурис, Ахпагана Кхилизо Аладмих, глава всех поселений, работник Аладмих. Абдижда тоже. И сам Михиол Хуля. А козы сят, чоксу айолизни, она алитхуин школ здесь, Малимарис, айолиз, она местем Максима училась. Хабишет Михсади, арях, пошла Мишли школа, а полигон дал Мих набри и рапотал Мих. Ну, какие школы они штираку, или школа, или абри штираку, но то у нас сад поябуря, абри когда хотела субботний штираки. Ах по хакима метлу глав сеть поселения Михиол Ханго. И лаки чидектный штирак свой, ну рабочий антипилот с голоду Казбуря. И республиканский рях. Пошла Мишли Даркушева и Химпатах и Пурата профидали проект. Обязательно Мишли Кигучивили Харкодо, Михну Кодо, Хайда Харкодо. Аур довозло. Агадол винов из машина лима секунды со машины. Секунды со машины. Хакима Хацарвон чи жертвы Садар Гадар фидал, но Михиол Хизлоч. Талабник Улахову. Ахпа ЖКХ работника Райхоз, Алик Равдинич Халевоз, или Тана Ушна Восказ, Иштираховод. Что закон о полигоне ехать где-то вот так. Такой сады зачистки чаще дал фила. И на уж хайдавана. А городит на сетка данного верево, но хербет чивези фатуш. Я Михуни, я хайдавоны, един оператор Куласа туш, и вот младер администрация Хивес, Алик Равдинич Хивес. Куласа дехано. Ах, по сбор хаутити милого Асон Георгиевич. Я бакала. Лапти милого. Учит полгу на то зачитаешь. Его Михиол не елды.
хвилил mich его, очно пулгу дошел. И не имел сборзи, и октябрь вот 3% Алкадар, Ругут процент Сардаркент, Ашадостальский, Казмайла Ханицеведова, Цургудова Хастолдо, Герехан Субхат, Куркет Ханицувод, Улугататский 500%, Испиский 500%, Артастал Ханицургуд, Сумурдан 0, Шхет Хулян 10%, Юхаристал Ханикуид, Саюшта Нижану, Селим Казимович. И для того, что не организовать сбор. Вот Шага 5%, Эмин Хуля, вот сообщение Галиби Гамдичи были. Вот муж вообще. Данная Гамдичи. Ганкод, вот муж Ганкод. Ах, по Даркушила Хани вот процент, в Новомаках Хани 100%, новый поселок, Касумкент, а и процент даже плали, нет, процент от фирмашного. И вы плали за сборы суммы. Ну, Касумрла Вишняк, Цутиры Дахзурово, Тен Блактуханса, Сидхра Миши Дахзур, Хахсуга 0 и так далее, и так далее. Вери, вот Вишняк, или Дахзур, или полную таблицу Цурмачет, за Гилхакималус. И Нолахабр вери за Клун Хадарали. А Ходн Каза Хадар, Завтер, процент Алина Худма. Шакимат Алавду, главу сеть поселения Льга или Эм Улахова. Гусейн Рабидинович. Исяка и Актидан школу Куласадия, когда Актид каникула летали, вери Малимри, вери спортшкол, два работники, детсадова, вери Диганкода, Ти, Мусорди, Вобикю на лугар. Егерчина и Хайдат Кулахтурда и на лап Зайцев Лизари. Зугаурдоз глаз сеть поселения линии. Она Чекиджу, и Сандра Хадрахаз. Абрахлаз индивидуальный Кулахтурда. Акима имя села Ника. И подписка Катаха. Подписка вошла Мишмуадия, Заивки Сюзво, Чулок Сон Джергерова дела Тайсарани, Велидга Талабда подписка в Панюпайлайсо. Индивидуальными подписками и дора подписками. Обязательно он код. Ахпа и ама. И газеты, и телевидение, и река. Круглый стол на он код. Подписка не. Ахпа к работник не. Кулах код. Чкаров есть, и санных коллег, коллективных коллахна, подписка в Ханамонтова. 1500 на Лугузвадио, Фаязухи, Геномасо. Учила районной газете, Кялзадио, Хсал газете и Холтизм Коза газете. Мазазих там Лузкоза. И Центр управления регионами, Фиявтели Фенваль Махашкал Дизне, Ахпандирга Джабалаевна Закир, Дирхановне, Ахпамична рабочим порядком вида, но зритель обычная структура, особенно ЖКХ, главу сеть поселения, его масса структуры. Хана вече атанма Инстаграм дизмикуе ада сайты час вахтова джавоб гана ада. Гзав вчера на мусу отдела, джавоб дагана. Эквери, газ патаха, его масса миселкаха, акимат алабда, индирга джабалаевна, зейгу вахтуда, вахтуд джавобку. Что у вас заявление на тимилу? И чего список там? Мад учит он, начну коласа шла чего, но фактично колах из ну учи, хайда дигишан гизам, арабик герни жезло, как на мета жез. И талабда ажола мишн даху. Индирга джавлайне телефон диджаваб гана, и на лисятер со княха хаде галимломдинов чахлас. Авами села хербеза четинзва, чкарга мишни жезло. Исята оно фенхис уборка на луна мад чарош. Хер коно переработчини потау не казу. Хакти радон презу. Ну, а помад хам шкилян садрахпурзу, но хацан бо мих мошлана. Акима колахач на редах он беталсану колахан код. Талабда директор информация, че центр управления регионами хаброн дал. И че группа развяза и амова. Это дело экономика, да, МЧС, да, а по че администрация, масса структура. Абраханы ки алукад вахтун джавабар хан код. Сами можем информацию гум потом суцифер зейгун козло, вирис структуры ганочки, ганочки воз. Колах вирит называть за чизу. Но вахтуда гапан коз. Хамачи администрация физа информации, а по отдел экономика где планируем где педасо, а колахи аслуй, хакима хабурн задержка и мира. Вахтуда це. Сара Голмар.
Thank you.